Начинаем. Волна 9-го вала, гол! Совсем не 9-го. Слабовато, слабовато. Вообще. И... Давайте еще раз. Волна 9-го вала, гол! Ну так, Вот так уже лучше. Семерочка. Еще раз? Еще раз. Давайте уже с оттуда так. Давайте. Волна 9-го вала, гол! Отлично, Мне отлично. нравится. Громче, 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 громче. Дорогие друзья, к сожалению, наш фестиваль уже подходит к своему логическому концу. И к концу. И все же к концу. Спасибо, что были с нами. Знаешь, Витя, теперь я смогу понимать твои шутки. Я прочитала книгу «Как понять шутки Вити». И вот тебе не кажется, что вот чего-то не хватает? Вот как ты думаешь? Не знаю, ну, фестиваль неплохо был такой. Вам понравился? А в следующем году приедете? Знаешь, как-то досада какая-то на сердце осталась. Классно. Не знаю, вот когда болит оно, ты не знаешь, что может быть. Вот мне кажется, тоже что-то не так. Кого-то все-таки не Не хватает. хватает. Вы тоже согласны с нами, да? Кого-то все-таки не хватало нам. Скажите, вам не хватало их? Вы хотите их услышать? Так давайте же их позовем. Кроссвей! 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 Не идут слабо что-то. Слабовато, слабовато. Наверное, может еще раз? Горло болит? Ну тогда, наверное, я дам слово нашему организатору, ксензу Павлу. Прошу! Еще раз хвала Христу. Мои дорогие, прошло от нашего выступления больше, чем полгода. Мы последний раз выступали в Сморгонии. Был еще тоже мини-концерт в Лагишине такой, но большинство, весь состав был в Сморгонии. И после этого группа так расходилась из-за разных причин. Мы просили о молитве в интернете очень много. И сегодня мы выступаем чуть-чуть новым составом. Но все новое — это хорошо забытое старое. И напоминаем, что это есть вечер прославления. И тоже вас ждет маленький сюрприз во время нашего выступления.
нужна ваша помощь. 49 посвящается. У твоих дверей я стою, открой скорей. Ты же видишь, я люблю, жить как больше не могу. Боже, у твоих дверей я стою, открой скорей. Ты же видишь, я люблю, жить как больше не могу. Тук-тук, Боже, ты прости меня. Тук-тук, знаешь, путь из темноты. Боже, ты прости меня, тук-тук, только ты знаешь. Думал, справлюсь в жизни сам, брался к мелочным вещам. Жал, что все сойдет в лесу, но закрылся грязный круг. Боже, у твоих дверей я стою, открой скорей. Ты же видишь, я люблю, жить так больше не могу. Тук-тук, Боже, ты прости меня. Тук-тук, только ты знаешь путь из темноты. Тук-тук, это я, Боже, ты прости меня. Тук-тук, только ты знаешь. Светили ни солнце, ни месяц на землю. Светили зорки твои и осветляли душу. Вдали не светили ни солнце, ни месяц на землю. Светили зорки твои и осветляли душу. Тихая, покорная Мария, Мать Божия, небесной любовью прибранная Мария. Мария, тихая, покорная Мария, Мать Божия, небесной любовью прибранная Мария. Я прихожу учить, мы будем песни спевать, венки с молитвом складать. Мать синяя небеса и мать земли, я прихожу учить, мы будем песни спевать, венки с молитвом складать. Тихая, покорная Мария, Мать Божия, небесной любовью прибранная Мария. Мария, тихая, покорная Мария, Мать Божия, небесной любовью прибранная Мария.
Мои дорогие, вы бачите, что мы сменили майки, правда? Глядите, это горы. Бо мы все любим, весь гурт любить горы и вельми моцно, як и збираться летом по горах, так само и ездить зимой. И другое, это так само CV, Crossway. Мы это значки вам будем позднее раздавать. Это такие наклейки, их можно клеить, где вы пожадаете. И дякую тем, кто так само приймав удел у распрацоўцы гэтага такого символу, який маем надею застанется як символ менавіта моладзевага руху, а не толькі гурта. Бо не толькі гурт, ёсць вельмі шмат людзей, якія робяць здымкі, тут ходзяць, якія дапамагаюць як служба парадку. Гэта ўсё таксама Crossway, хоць яны не спяваюць у групе. І чаму зялёны? Цвет жыцця. І наступны спеў аб тым, без чаго немагчыма жыць і любіць, і ўвогуле. Хто не любіць, той не жыве. Поехали. Следующая песня, которую мы будем петь, она будет рассказывать не о нашей любви к Богу, только о Его любви к нам. Это новая песня. Не наша. Нашу мы оставили чуть-чуть дальше.
сапожник осенью смотреть. Я всех весною звезды на миру меня, а леты на небо думаешь, как свое дитя. Вот стоя, отдохнуло мое сердце танец и согрело душу. Образешь, ты одешь мне с собой любого, взявшись за руку. Я и сапожник осенью смотреть. Я всех весною звезд охраняю, как иду я, а леты на небо поднимаешь, я свое дитя. Вы знаете, что мы стараемся развивать таланты у детей разные. У нас, у Егора, который всегда играл на ритм-гитаре, был талант поиграть когда-нибудь на соло-гитаре. А у Стаса, который играл на соло-гитаре, был талант, такое желание поиграть на ударниках. Поддержите их, они первый раз меняются аппаратурой. Ну и, конечно, ударник наш развивается, развивается. Вот он молод, всего 33. Что он делает на этом пути? Несет на плече крест, как быстрые удары плети. Закройте глаза, пусть не видят этого ваши дети. Как преступник, приговоренный в высшей мере, пришел к своим, чтобы спасти, а свои не верят. Люди, как люди, считают, что правы. Толпа кричит, распни его и просят, отпусти вора. Испытывая муки, не издаем ни звука. Нет больше то любви, чем положить душу за друга. Мы все враждуем с ним, а он нас примиряет с Богом. Подрек себя оковом, даруя нам свободу. Потерянную всеми людьми в лице Адама. Новый сценарий для всех, жанр криминал и драма. И вот он добровольно своей святой кровью для человечества пишет новую историю. Историю, где каждому из нас будет подарен на свободу шанс. Но пока, сойдя на Голгофу, прости, не знаю, что творят, он взывает Богу. Словно 2000 лет назад тому, кто на кресте посмотрел в глаза и был поражен до глубины души. Он умер вместо меня, чтобы я жил. Словно 2000 лет назад тому, кто на кресте посмотрел в глаза и был поражен до глубины души. Он умер вместо меня.
Тяжесть греха, проклятий, болезней бесконечных легли на его плечи, будучи Богом на все сто стал человечным. Боролся не за временно, но за то, что вечно. Зная глубины ада, высоту небес, зная святость ангелов и зная, как ничтожен бес. Зная, что придет день суда для всех, он пошел на крест и взял на себя наш грех. Сполна выпить чашу гнева, ни свернул ни вправо, ни влево. Знаю то, что так велит небо, и после придется дождем на землю Божья милость. На последнем вздохе он кричит свершилась. И вся земля покрылась мраком, солнце закрыло свое лицо, видя борца распятым. На третий день на Пасху его могила открылась. В Москве жизнь победила, свершила. Шло на 2000 лет назад, тому, кто на кресте я посмотрел в глаза. И был пройден до глубины души, он умер вместо меня, чтобы я жил. Шло на 2000 лет назад, тому, кто на кресте я посмотрел в глаза. И был пройден до глубины души, он умер вместо меня. Шло на 2000 лет назад, тому, кто на кресте я посмотрел в глаза. И был пройден до глубины души, он умер вместо меня, чтобы я жил. Шло на 2000 лет назад, тому, кто на кресте я посмотрел в глаза. И был пройден до глубины души, он умер вместо меня, чтобы я жил. Спасибо. Споем старую песню, которую мы все знаем с катехезы, которую много-много раз мы мусолили в пилигримках, только немножко в другом стиле. Мы сегодня тут пробовали 4 стилями спеть, правда сложно? А представьте, когда они меняются один за другим. Давайте попробуем. Это и есть стиль регги. Ты наш царь, балаба,
возносятся белые руки, стоим перед твоим обличьем, славим тебя. Возносим на тебе на сердце, возносим на тебе руки, Что лепше, еще? перед твоим обличьем, славим тебя. А зараз хард-рок. Ты наш царь, ты наш царь, о наш Иисус. Ты наш царь, ты наш царь, о наш Иисус. Сносим на тебе сердце, сносим на тебе руки, стоим перед твоим обличьем, славим тебя. Сносим на тебе сердце, сносим на тебе руки, стоим перед твоим обличьем, славим тебя. Это фанк. Сносим на тебе на сердце, сносим на тебе руки, стоим перед твоим обличьем, славим тебя. Сносим на тебе на сердце, сносим на тебе руки, стоим перед твоим обличьем, славим тебя, славим тебя.
Дорогие, встречайте, это молодое поколение кроссфея. Им же страшно, они же дети, маленькие, перепуганные. Это те, кто нас когда-нибудь заменит. Это наше будущее, самое чистое, что есть, наверное, в этом городе. Самое светлое, самое сокровенное. Ну что, дети, готовы? Страшно? Ульянка, тебе страшно? Нормально. Сейчас они попробуют разбудить этот город. Прочитесь, Боже, открытие, прославляйте Бога, за ласку и милость Твою принес нам радость воскрешения. Люди, прочитесь, Боже, открытие, прославляйте Бога, за ласку и милость Твою принес нам радость воскрешения. Прочтитесь, Боже, открытие, прославляйте Бога, за ласку и милость Твою принес нам радость воскрешения. Люди, прочтитесь, Боже, открытие, прославляйте Бога, за ласку и милость Твою принес нам радость воскрешения. И все разом! Спявайте, радостно Богу спявайте, все народы спявайте, Госанна. Спявайте, радостно Богу спявайте, все народы спявайте, Госанна. Боже, открытие, прославляйте Бога, за ласку и милость Твою принес нам радость воскрешения. Люди, прочтитесь, Боже, открытие, прославляйте Бога, за ласку и милость Твою принес нам радость воскрешения. Спявайте, радостно Богу спявайте, все народы спявайте, Госанна. Спявайте, радостно Богу спявайте, все народы спявайте, Госанна. Люди, проснитесь совсем.
классные. А вот представьте, они каждую субботу разносят квартиру ксенза. Самое главное, что у нас в доме, дети? Нет, ну мы не Долину поем. Правда, это самое классное, когда дети поют родителям спасибо за то, что ты есть дома, правда? Бог всегда дома, всегда в нашем сердце. Берегите детей, уделяйте им внимание. Если в них вложить чуть-чуть надежды, посмотрите, на что они способны. В них нету музыкального крутого образования, пиара, ничего. Но в них есть дух, который дергает сердце, правда? Мы благодарим деток и просим их еще потом выйти еще раз к нам на последнюю песню. Сейчас, дети, пожалуйста, в свой кабинетик. Они еще маленькие, им надо помогать. Они еще выйдут, не переживайте. Шукаю твар твой. За собой Иисус,
за жертву, ты один за собой, Иисус. Ты один за собой, Иисус, за жертву, ты один за собой, Иисус, за собой. Все-таки старость. Но, знаете, есть такая вещь, что Бог сильнее всех наших недугов, потому что Он всемогущий. Он намного сильнее, чем мы себе представляем. Я недавно, знаете, такой взрослый будет знать, Раневская такая есть актриса, правда? Народная артистка СССР, правильно? Она сказала очень красивые вещи. 2, которые мне нравятся. 3. Первое, она всегда говорила так, что если о вас говорят, просто мы очень часто боимся что-то делать, да, свой потенциал раскрывать. Я не сыграю в костеле на гитаре, на меня там пробач косо посмотрит, там, или бабушки будут пальцем вытыкивать. Я вам скажу честно, круче моих бабушек на текстильном нету никого. Только у них пробач такой, без головы. Вот. И она сказала такие слова. Внимание! Если о вас говорят. Мы очень много на это внимание обращаем, правда? Больше, чем на то, что говорит Бог. То только по 2 причинам. Либо вами восхищаются, либо вам завидуют. Другого нет. И вторая вещь, которую она сказала, она чуть-чуть некрасивая, потому что Раневская такая тетка была. Она сказала так: есть люди, в которых живет Бог. Их видно. Они сияют, они идут вперед, они ломают преграды. Есть люди, в которых живет дьявол. Они полные негатива и пессимизма. А есть люди, в которых живут только глисты. Будьте всегда свежими, а свежим можно быть только с Богом. Нам будет нужна ваша помощь. Всемогущий правит Он, землей и небо все. Подвластно Ему наш Бог, всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий правит Он, землей и небо все. Подвластно Ему наш Бог, всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий правит Он, землей и небо все. Подвластно Ему наш Бог всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий правит Он, землей и небо все. Подвластно Ему наш Бог всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий правит Он, землей и небо все. Подвластно Ему наш Бог всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий правит Он, землей и небо все. Подвластно Ему наш Бог всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий правит Он, землей и небо все. Подвластно Ему наш Бог всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий правит Он, землей и небо все. Подвластно Ему наш Бог всемогущий.
дорогие, сила всегда христиан в чем? В единстве. Правда, то, что есть Бог, это все классно. Но если мы будем по одному, нас просто раздушит. Я вам расскажу такую историю. В прошлом году меня так чуть-чуть жизнь поломала психологически. Вот, я думал, что я не встану. То есть даже как ксенц. И благодаря многим, то есть моим родным людям, близким моему сердцу, моим родственникам, и благодаря вот этим детям я смог встать, идти дальше так. Знаете, как ледокол идет, да? Он так. Ему все равно, что по бокам. Вот. И стоя здесь, находясь в трезвом разуме, в полной памяти, я вам обещаю, что пока будет мое биться сердце, я буду жить для молодежи. Даже если мне будет 50-70 лет, я все равно буду лазить в пилигримки. Только я буду уже старый, буду сзади идти и надоедать, буду ныть сзади сюда идти. Знаете, такая пословица есть. Есть такая пословица, говорит, вот в наше время было по-другому. В наше время было 4 километра, да, короткой дорогой, с веселыми похоронами. Да? Мои дорогие, следующая песня тоже из пилигримки, из Логишинской. Она там, я первый раз, по крайней мере, ее там услышал, мы немножко ее обработали. Докончу тему. А когда я умру, у меня будет одна просьба к вам. Одна. Я не люблю красные гвоздики. Не люблю искусственных цветов. И третье. Когда будет ехать машина, да, я уже буду лежать, мне будет все равно. Пусть играет песня «Зверей, я ухожу красиво». Мы сыграем вам последнюю песню, которая символизирует, наверное, весь этот концерт. Мы надеемся, что вам было позитивно, весело, и что вы уйдете домой с такими хорошими эмоциями.
И эта песня, в принципе, про вас всех. Пашка ее написал. Но мы там чуть-чуть стянули куплетик, припев. И припев, я думаю, что нам помогут спеть и мои любимые коты, и 49. Эту песню знает каждый из вас. И взрослые знают, вы пели ее во дворах, сидя. Брынка еще на борисовских гитарах фанерных, я их еще помню, пальцы потом неделю заживали всегда. И мы постараемся ее вам сегодня исполнить немножко в другой версии. В общем, эта песня про нас. И что останется после меня? Моменты, данные судьбой, которые я прожил не зря. По крайней мере, я старался, чтоб жизнь была не пуста. Каждый день хоть каплю развивался, жизненные трудности проходя. Хотелось бы взять только лучшее и позабыть о всем плохом. Разогнать все темные тучи, не оставляя на потом только светлые моменты, подаренные тобой. Все теплые минуты жизни, вот что я хочу взять дальше с собой. Это все, что останется после меня. Останется воспоминание, и дальше течет жизнь. Не знаю, что будет далее, себе говоришь, ты только держись. Когда идешь и достигаешь цели, и на это уходят целые недели. Откинув все проблемы, сразу понимаешь, что не все потеряно. Когда люди в тебя верят, ведь сразу бороться легче. Не обговаривают за дверью и не валятся на плечи. Проживая жизнь, как представится, конструируй ее сам. Только то, что после тебя останется, узнаем по чужим словам. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Это все, что останется после меня.
не полечила, не замечая. Ссоримся с родными и друзей теряя, теперь даже этого не представляя, что все обиды наши пустяки, если тяжелее у людей кресты. А мы из-за какой-то ерунды сжигаем между собой мосты. Часто зарываем все таланты, которые дает нам Бог. Считаем, что за так и надо, а другой бы этого просто не смог. Поверь в силу своей молитвы и за все будь благодарен Богу. С ним мы выиграем все за все битвы. Встав на правдивой верой дорогу. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Это все, что останется после меня. Это все. Мы вас не слышим, что возьму. Все же знают эту песню. И давайте так, чтобы город услышал весь. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Это все. Еще раз. Crossway, 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 Crossway. Мои дорогие, вот так же и оставайтесь, да, вот как вы сейчас стоите. Детям же всегда мало, правда? Мы сейчас еще раз повторимся, просто чтобы они вошли в такой кураж, и чтобы потом в следующий день, завтра они проснулись, им хотелось дальше идти, развиваться, развиваться. Уважаемый Ксенц Павел, можно сказать пару слов? Уважаемый Ксенц Павел, сегодняшний концерт был просто, точнее вечер прославления был замечательным. И хотим от всей нашей большой семьи 49 неадекватов и от всех тут присутствующих, хотим сказать вам огромное спасибо за то, что, во-первых, вы сегодня нас всех объединили, а во-вторых, за то, что однажды летом вы объединили нас 49 человек в большую семью. И что до сих пор, встречаясь, мы испытываем те же самые замечательные чувства. Также хотим вам подарить этот замечательный подарок, но спросите вы, почему, собственно, мы сгущенку дарим. Каждый орел, который шел с нами из тех 49, вспомнит тот день, когда была лесная агония, когда мы шли, просто умирали. Взрослым откроем секрет. Мы шли от Ивацевич до Лесной. Был асфальт, лес, солнце, 38 градусов и больше ничего. И эта дорога не заканчивалась. Она не заканчивалась и не заканчивалась. Да, и когда мы пришли на привал, нас ждала эта замечательная сгущеночка, и она была в тот момент, ну, просто необходима. Так и вот, каждый такой фестиваль является такой же сгущеночкой для нашей души, я уверена. И уверена тоже, что на сегодняшнем фестивале каждый из нас достучался до небес. 4 километра forever.
Дорогие, в этом году опять приглашаем, только уже не из Бреста. Идем с Баранович. А желающих с Бреста говорят нет, идти. И я обещаю, что я вам это скормлю. Даже знаю уже где. За коровником. Кто ходил в Буцлав, тот знает. Это слынное место, где пали многие смертью храбрых. Мои дорогие, в первую очередь всем людям, близких моему сердцу, присутствующих в этом зале, моим любимым детям, которые дают мне каждый день силы жить, которые действительно единственное, что останется после меня. И я когда-то написал такое интервью, дал, что я как питбуль, я превращаюсь в питбуля, если кто-то трогает моих детей. И я даю слово, что я буду так жить до конца. Я буду рвать на части, буду полосовать, буду свою жизнь ложить ради них. Вы просто не представляете, сколько дает сил временами обычное достижение этого ребенка. Когда он приходит со школы, у него всегда были пятерки, а он приносит шестерку, восьмерку. Когда они прибегают и рассказывать могут об этом часами. Мы взрослые ноем и плачем каждый день. Что нам плохо, нам тяжело. Мы разучились радоваться каждому дню этой жизни, каждой маленькой своей победе. Мои дорогие бабушки, то, что вы на одну ступеньку в день больше пройдете, это ваша победа. Я благодарен вам за молитву, за ту поддержку духовную, которую я испытываю. И как бы дьявол меня не ломал, он не ломает. Но не удается ему это сделать. Я благодарен вам, родители, за доверие, которое вы оказываете мне, когда ваши дети просиживают или у ксенза, или где-то на Ледовом до 10, до 10:30 вечера. Я стараюсь каждый раз их привести домой в целости и сохранности. Я благодарен вам, дети, потому что вы, наверное, все, что у меня есть. И вы моя надежда, моя сила, моя опора. Вы молодежь, будущее этого костела. І дякую всім вам, хто тут знаходиться, витривав до кінця. А так як колядний період ще, можемо сказати, продовжується, то колядку заспіваємо, хоча б один слухок. А вчора з вечора, а вчора з вечора засвятила зора, засвятила зора. Но помните, что есть кто-то круче, чем мы, круче, чем я даже. Есть Бог. Он единственный тот, кто достоин всей славы, всех аплодисментов. Я просто карандашик, маленький такой. Маленький карандашик, который когда-то испишется. Будьте этими карандашами, чтобы продолжать писать ту же историю. Историю любви, надежды и веры в другого человека. Похвален Иисус Христос. Еще раз аплодисменты для ксенза Павла и группы Crossway! Спасибо! 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 Мои дорогие, если что, Crossway собирается каждую пятницу на улице Космонавтов 4, квартира 10. Она маленькая, но места хватит всем. Приходите. Повторяю, Космонавтов 4, квартира 10.